первый роман вы писали достаточно долго, а потом, вот я просто смотрела даже хронологию ваших романов, вы довольно быстро сейчас справляетесь с материалом, или вы просто пишете всегда, и как-то у вас есть, допустим, там, так, здесь вот у меня будет роман такой, здесь такой, вот, то есть вы копите идеи в каких-то, не знаю, коробочках, ящиках стола, а потом суммируете. Мне просто очень интересен процесс, вот как рождается роман, как большое произведение, у вас там, на 500 страниц, больше романы. Как это копится, вот этот материал? Тут опять же симбиозные варианты, то и то. То есть, с одной стороны, да, я по-прежнему пишу довольно долго. Да, я за последний год, два, три научился писать, скажем так, текст внутри года, вот, и расписывать один большой текст. Но это очень недавно произошло. И да, у меня всегда есть огромное количество каких-то вот, как это принято говорить, в дурных статьях задумок, вот, творческих планов, которые я, естественно, записываю как человек профессиональный и рачительный, и которые я надеюсь забыть, потому что я очень не люблю писать. Мне очень не нравится процедура написания. Это тяжело, муторно, это вымораживает, высасывает все соки, отвлекает тебя от нормальной жизни, не позволяет не читать книжки, которые я люблю читать. Я люблю смотреть кино, я люблю смотреть сериалы, я люблю общаться с семьей, я люблю там, не знаю, шашлыки жарить. От всего этого я счастливо избавлен, пока я пишу книжку. Я должен ее написать. Поэтому мне очень не нравится процедура написания романов. Поэтому мне в принципе, интересно ходить и придумывать, а что было бы, если бы. А потом садиться и расписывать это, как-то тяжко. Поэтому я предпочитаю, и всегда буду предпочитать, это уже такой модус операнди. Что-то пришло в голову, клево, записал, забыл. Все. А вот вы пришли сегодня на интервью, у вас есть в кармане блокнот и ручка? У меня телефон есть. Вы... Да, в телефоне заметки, или вы диктофоном пользуетесь? Это диктофоном в меньшей степени, потому что я не понимаю диктофона. Все время переписываю букву К, кажется, начало первого предложения это меня бесит. Видимо, я как-то что-то гортанное говорю. Но и он за мной не поспевает и не справляется с моим лексическим набором, поэтому... Вы говорите очень быстро, техника не может считать. Справляться, да. Да. Я записываю все в диктофон, потом все отправляю все по почте, переношу в единый файл. Сначала был файл действительно один, назывался «Сюжеты», потом, когда я понял, что уже переваливать за 200 или за 300 этих сюжетов, я стал каждый год создавать отдельный файл, так, сюжеты 2014, 2015, 2016, т.д. и т.п. И обращаюсь я с ними так вот, пустил, забыл, и Господь без ним, а потом иногда какой-то сюжет меня не отпускает, хотя я вроде его записал. То есть два варианта. Первый вариант менее распространенный и связанный, как правило, с рассказами. Меня просят написать чего-нибудь небольшое, я, естественно, первым делом отбрыкиваюсь, говорю, не хочу, не буду, они меня начинают уговаривать. Вот я понимаю, что, наверное, вот этот конкретный сюжет, он, с одной стороны, годится для того, чтобы стать рассказом. С другой стороны, если я про него не напишу, я его не распишу сейчас в рамках этой возможности, то я не распишу его никогда, а с третьей стороны, он же прикольный, он же забавный, он интересный мне самому, мне интересно. Я же все равно не знаю, чем все это кончилось. Мне интересно пройти эту дорожку до конца и почти что одновременно с читателем узнать, чем это может обернуться. И я извлекаю какой-нибудь древний файл, и пишу. Вот «Убогач», который вышел в 2018 году, он, по-моему, в 2007 или 2008 записан. Вот этот сюжет, я не буду его пересказывать, но вот как бы он более-менее весь придуман за больше, чем лет за 10 до этого. «Город Брежнев», который опубликован в 2017 году, роман, я его довольно долго писал, он должен был стать моим вторым романом. Я его начал писать в 2005 или 2006 году, как только дописал «Татарский удар» и повесть Ира Водолей, которая вышла в журнале «Знамя». Вот. После этого я сразу сел за большой роман про детство, про советскую эпоху, про позднесоветскую, о которой сейчас так интенсивно рассказывал, но немножко в другом разрезе. 83-й год, город Брежнев, набережные Челны, Советский Союз уже вот как бы на исходе. Треснул, пошел такими несовместимыми с жизнью ранами, но сам еще этого не понимает. И я сел писать его и отложил. И после этого я написал
СРТМ роман, написал Убыр, написал вторую часть Убыра, написал, а между двумя частями Убыра написал роман «Варшавский договор», который вышел как за старшего. И все это время между каждым из этих кусков, каждым из этих текстов я пытался написать «Город Брежнев». И вот откладывал, потому что надеялся, что кто-нибудь другой это сделает. И так прошло больше 10 лет. То есть это так и происходит. И до сих пор, когда меня о чем-то просят, у меня, естественно, первая реакция отпинаться, а вторая реакция что-то все-таки попробовать оживить, посмотреть, что вот из этого зернышка, которое, в принципе, прикольно выглядит, может вылупиться и вырасти. Ну и получается, что вот длительная такая работа, «Город Брежнев» и премия «Большая книга». Да? А что вы ощущали, когда вот вы финалист и большая премия? Такая большая премия, большая книга. Там интересно было, там такая была смесь абсолютного счастья и желания сказать, товарищ Сталин, произошла страшная ошибка. Это не я не должен быть. Потому что, я понимал, что, роман зашел, в принципе, в публику, роман интересно, любопытно, очень многих торкнул и прочее. Но, с другой стороны, я понимал, что это не то, чтобы книга, которую комфортно, удобно читать. Это не то, чтобы книга, которую принято награждать. Это... А какие книги принято награждать в таком случае? Есть канон каждой премии. Да. В одной премии, как большая книга, принято награждать большие книги про давнюю историю. То есть вообще сформировался канон премиального тяжеловеса. Это книга действия, которая происходит в 30-е, 40-е, 50-е годы в нашей стране. Как правило, это семейная сага большая, с большими драмами, трагедиями, с под подключением исторических личностей. Истории. То есть это, условно говоря, сериал на Первом канале, но в киновоплощении. Вот такое мы привыкли. То есть такой современный Шолохов, современный Толстой. Если похоже, то зашибенчик. Если это современный, например, Достоевский или Толстой не в режиме «Войны и мира», а в режиме Анны Карениной, то это менее интересно, потому что ты лезешь? Что ты лезешь в текущие события, когда мы еще с ними не разобрались? Или если это совсем недавняя история, как в «Городе Брежневе», как-то зачем? Вот были эти 80-е неприятные годы, серенькие, мы их забыли, все, они нам не интересны совсем. Мы 90-е совсем интенсивно забыли, прошли, и слава богу, да? А 80-е примерно так же, как подготовка к 90-м воспринимается, поэтому что там вспоминать? Это было серое, скучное время, как написал один из абсолютно звонких дураков, самодельных критиков. Я прочитал «Город Брежнев» с омерзением, потому что автор выбрал очень странных героев, там какие-то комсомольцы, пионеры, бессмысленные инженеры и прочие. Хотя в то время были уже диссиденты, были форцовщики, были вообще другие замечательные люди. Представители... Да, социум просто бурлил типажами. А кого ты выбрал? Каких ты выбрал бессмысленных пролетариев? Блин, я человек, который вырос в условиях марксистского общества, и, в общем-то, до сих пор это из меня не вытравишь того, что есть базис надстройка, есть первичность производственных отношений. Без этого ничего невозможно. Я в деловой газете, в «Коммерсанте» всю жизнь проработал именно на этом. Есть основа, есть фундамент, а остальное все настроено на него. Да, это социум, да, это, настройка не обязательно должна быть экономическая, она социально-экономическая. Вот про это и надо писать. И про это все-таки читать особо не очень любят, по крайней мере, в применении к себе. То есть, как только начинается выпадение в современность, в жанр, в слишком интересные вещи, какие-то фантастические допущения, это уже, как говорят, стоп, это пошла небольшая литература, это что-то такое. Нам слишком интересно читать, нам это не надо, идите нафиг. Поэтому я исходил из того, что, наверное, я не пройду, и я искренне болел за сидевшего рядом Алексея Сальникова с Романом Петровым в гриппе вокруг него. Я понимал, что, наверное, он тоже ничего не получит, потому что у него примерно такая же книга, как у меня. Вдруг. То есть я ставил на то, что вот если кто-то и проскочит в тройку победителей, который будет наверняка укомплектован ЖЗЛом, и так случилось, первое место за биографию Ленина, второе место за биографию Катаева. Все как положено. То пусть будет он. А получилось, что я, то есть грех жаловаться, с одной стороны, с другой стороны, я подошел и Леша сказал: Леша, ты украл твою премию, прости. Я говорю: ладно, что? Сказал Леша. Ты
То есть такие двойственные были ощущения, да? То есть, Нет, сначала такое обалдение полное, потому что до того я исходил из того, что я уже дважды вытащил джекпот. Первый джекпот — это когда попал в короткий список, потому что до этого я был в большой книге трижды, дважды я попадал в длинный список, а короткий не проходил ни разу. И когда попал наконец в короткий список, это было счастье и счастье. Второй раз, когда меня читатели признали победителем, одним из победителей, тоже на третье место поставили читательского голосования. Ну все, мне дали на сцене соответствующую статуэтку, я сел, поставил ее перед собой, вытащил телефон и стал разбираться с рабочими вопросами, потому что там мы сидим, а денежки бегут, я по-прежнему как был, так и остаюсь зав. Отделом в «Коммерсанте», и поэтому у меня просто была некоторая конфликтная ситуация, я сижу, ее разруливаю, объявляют меня, что делать, куда бежать, как говорить. Вот такая и речь не подготовили. Ну да, я такой муть могу совершеннейшую, но вроде выкрутился. Ну да, неожиданно, здорово, интересно. Просто я когда общалась с людьми моего возраста, у нас с вами буквально 2 года разницы, и все мне говорили: Лиля, город Брежнев, это вот просто ты попадешь в наше все. Вот, потому что для меня это тоже время воспоминаний больших, и наверное, потому что это вообще наша жизнь. И мой город Ижевск, он переименовывался в Устинов. И если мне не изменяет память, мы были первыми, кто вернул себе обратно свое родное имя, потому что когда нас сделали Устиновым, у нас город просто впал и в агрессию, и в какие-то митинги. То есть у нас кого-то задерживали, на какие-то 15 суток садили. То есть просто это вот просто был такой момент исторический в нашем городе, когда тихое население Удмуртии, которое было не расшевелить вообще ничем. То есть у нас славится вообще народ Удмуртии своим спокойствием, таким вот просто такой индифферентностью даже определенной. Плюс Ижевский оборонный центр, который, в общем-то, там дисциплинированный. Да, там вообще такая идеология всегда, то есть сидим, работаем, никуда не лезем. И тут вдруг вот это переименование, оно просто настолько возмутило весь народ, что мы первыми вернули себе родное название. Так что, в общем, все вот эти события, происходившее в это время, это, конечно, это детство, было такое отрочество, прям здорово. Ну да, я понимал, тем более, что тема, скажем, гопников, тема подростковой преступности, которая в городе Брежневе, мягко говоря, является одной из определяющих, она именно что очень близка таким производственным городам, и я понимал, что да, вот, не только челнинцы, но и жители Ижевска, жители Чебоксара, жители Челябинска, жители Улан-Удэ, Ташкента и так далее. Вот таких городов, где крупные производства, и где либо весь город представляет собой моноспальный район, пристроенный к некоторому заводу, либо есть какие-то районы, которые отдельно живут и живут ради завода. И, соответственно, там начинается, скажем, из-за бедности в общей жизни молодежь начинает придумывать себе другую жизнь, свою настоящую. Я понимал, что в этих читателей я, естественно, попадаю, но этих читателей не то чтобы большинство. То есть это нужно, чтобы была действительно привязка вот такая к таким городам, плюс привязка к конкретному времени. Это, условно говоря, год рождения не раньше, например, 65-го и не позже 75-го. Потому что ребята постарше и ребята помладше, они жили в несколько других условиях, и несколько другие у них главные впечатления жизни было. Именно поэтому я понимал, что, допустим, в жюри, в большом жюри премии «Большая книга» таких представителей, которые сочетают эти два момента, место и время, их меньшинство. Именно поэтому я еще так здраво понимал, что нифига мне не светит. Однако. Вы сказали, что вы очень любите читать, это понятно, с самого детства. И еще я нашла такую информацию у вас, что вы в год прочитываете там 200-300 книг. Вот бывает такая фраза, да, слюнки текут, когда видишь что-то вкусное и сладкое. Когда я прочитала, что есть на свете человек, которому удается в год прочесть 200 книг, вот у меня было состояние текут слюнки, потому что тоже люблю читать, на это времени совершенно нет. Вы владеете скорочтением, как вообще это возможно? Вы работаете, вы пишете, очень продуктивно причем пишете, да, и вы еще успеваете столько прочесть. Это не естественный процесс, конечно же. 200-300 книг, это надо быть либо действительно человеком, который живет только чтением, и, ну да, он работает, где-то он чем-то занимается, он умеет быстро, внятно, при этом не упуская ничего читать.
Ну, у меня есть несколько таких читателей, я слежу за ними с восторгом, потому что там реально 5 книг в неделю. Просто вот. И на каждую книгу, вот, просто есть Майя Ставицкая, например, блогер. Она просто пишет в блог, она пишет в Фейсбуке, она пишет на Лайфлибе, в живом журнале до сих пор. И, несмотря на то, что живой журнал как бы помер. И там просто она из каждой книги формирует кусок, кунштюк замечательный, который интересен не только ей, но и другим читателям. Это развернутое, большое, интересное и очень оригинальное высказывание, которое порождено вот этой книгой на самые разные темы. Это очень круто. Причем она читает, она сейчас выучила, я так понимаю, в зрелом возрасте английский язык, еще на английском умудряется читать. И вообще очень крутой читатель. Я страшно рад тому, что она находится в поле моего зрения. Я могу с помощью ее подсказок что-то для себя открывать. Я страшно горжусь тем, что что-то мое ей нравится, ну и так далее. И, в общем, ну, она уникум. И таких уникумов немного. А большая часть или значительная часть тех, кто читает много, как я, они читают по необходимости и не то чтобы без особого желания. Потому что если бы я, допустим, был освобожден от работы и вообще от других забот, все равно я столько бы не читал. Я бы читал, например, там, книгу в неделю. То есть, условно говоря, 50-60 книг в год, и то это, наверное, максимум. Потому что я сейчас читаю гораздо медленнее, чем читал раньше. То есть, естественно, я в детстве, в юности, там, книжку в день. Или 2 книжки. Раз, да, кстати, или вот 5. там это получалось. У меня тоже так получалось. То есть я могла просто уплыть. Там главное был сюжет. А сейчас я сижу, вот, то есть, если хорошо книга написанная, ну, это очень банально, очень пошло, да, сравнивать книгу с пищей. Ну, никуда не деваться. Приходить в ресторан высокой кухни и быстро заказывать блюдо, на котором работал шеф-повар лично, 2 часа его делал, свою душу в него вкладывал, я за него заплатил там, $300, условно говоря, да, потом схомячил, как гамбургер, и все, я ничего не почувствовал. Нет, эту пищу надо смаковать. То же самое с книгой, она классно написана, там язык, там сюжет, повороты, там психологические изъявы какие-то, там какие-то вещи происходят с героями, которые ты помыслить не мог, там шикарные диалоги, ну что я буду все это всасывать? Ну, зачем? Да. Поэтому надо читать медленно, по-другому в зрелом возрасте, да, не получается. И понятно, что большую часть из этих более чем 200 книг я читаю потому что надо, потому что я член жюри, например. Да, ну вот вы в Книгуру, вы да. в совете экспертов, да? И я посмотрела, например, сходила на эту премию, чудесная совершенно идея, прекрасно вообще все оформлено, мне очень понравилось вообще, как это все подано, да, и я вот увидела, например, в прошлом году 500 там с чем-то заявок, то есть это же все нужно прочитать, я понимаю, что, наверное, не каждый читает по 500, да, то есть совет экспертов, то есть как-то вы делите это, именно из этого складывается большая часть этих 200. Да, и получается, что вы читаете разных авторов, тех, кто, вот вы упоминали уже, тех, кого любите, да, кто что-то еще посвящает свое время для детской литературы, и есть какие-то новички. Вообще это хорошо, что люди так много пишут, потому что я считаю, что 500 заявок в премию детской литературы – это много. Вообще-то нормально, что люди так много пишут? Это хороший знак времени? Ну, это нормально. Это абсолютно нормально, то есть во всем мире пишут на самом деле. То есть это не то, чтобы особенность России или русскоязычного сообщества или там постсоветского пространства. В Америке пишут не меньше, в Азии, Африке, я подозреваю, примерно так же. Ну, то есть, другое дело, что нас читают гораздо меньше сейчас. Да, сейчас какой-то такой дисбаланс, да, что пишут больше, читают меньше. Да. Мне кажется, раньше читатели нет, писатели все. Да. Но это на самом деле видно, потому что из 500-600 книг, которые поступают, ну, откровенно говоря, 80% это вот, ну, не то чтобы... Не то, что сходу можно издавать. Вот. Кое с чем придется поработать, кое-что совсем графомания. Да. Там же в Книгуру в чем и сила, и особенность этой премии, там самого движения. То есть автор всегда сам выдвигает свою книгу. Если в большой книге есть право выдвижения, основное преимущественное право все-таки, там буквально недавно разрешили авторам самим выдвигать книжки в большой книге. Издательство делает? Да, издательства, творческие союзы, библиотеки, редакции СМИ и прочее. Да. А книгуру ты выдвигаешь сам, выдвигаешь именно что рукопись. И плевать, издана она или нет. Понятно.
И поэтому, с одной стороны, это открывает, конечно, дорогу для совершенно дикого графоманья, Да, который приходит там. поток. Да. И мы рыдаем, плачем и теряем цветы своей печени ровно на этом, когда приходит читать там, в каждом сезоне примерно одно и то же. Есть толстый слой мемуаров. Я пожил жизнь, я знаю, как это надо. Я рассказываю о том, как я в 1956 году закончил фабрично-заводское училище, поступил на завод, и так далее. Вот это все это назидательно. А вот но не было ого-го, а ранее было ого-го, но не совсем не так. Это один момент. Второй момент наоборотский. Это подросток или там очень молодой человек, лет 17, 18, 20, присылает 8-й том своего фэнтези, каждый из которых из томов по 700 страниц, в Word, 10-м кеглем, развиты, все это очень хорошо продумано, там страшно написано, жутко, срисовано, естественно, либо с видеоигр, либо с киношек, либо с каких-то, лучше, если повезет, с аналогов, писателей типа Аберкромби или Сэндерсон, но скорее все-таки с видеоигр. Читают они, к сожалению, мало, эти авторы. Либо это профессиональные или полупрофессиональные, гладко пишущие авторы, которые пытаются внедриться в коммерческую литературу. Это девичий фэнтези, это какой-то хоррор, лайт-версии и прочее. Это тоже не то, что мы выбираем. И на самом деле, конечно, главная заруба идет между уже более-менее профессиональными или полупрофессиональными авторами, которые пишут что-то вот от души, не потому что вот надо, а от души. Либо совсем непрофессиональными авторами, которые тоже пишут от души, которые, может, у них получается это хуже, может быть, есть какие-то огрехи, но они всерьез воюют, и они за счет искренности, за счет неожиданного подхода, за счет того, что они пишут изнутри, они знают этот кусок жизни. Они уверенно бьются и иногда побеждают, оттесняют вполне себе профи. Вот. И у нас раз за разом происходит. Я, честно говоря, с книгуру давно пытаюсь сбежать, потому что устал, очень сильно устал, но меня третий уже год примерно не отпускают. И куда деваться, там, на бред-собрежь, должен так должен. Но с другой стороны, ведь здорово, что вот вы прекрасно пишете, у вас такой слог, и вы очень современный человек, вообще по многим параметрам, то есть вот я поизучала вас, вот по разным там каналам, да, по разным каналам изучила вас, там YouTube, и ваш сайт, и рецензии. Вы очень современный, вы очень близки, получается, и людям вашего поколения, и детям, у вас у самого 2 детей, да, то есть вы как-то вот, вы даже общаетесь очень современно, так не академично, как люди очень часто общаются. Для молодежи я, конечно, тот еще старый перечень, так что... тем не менее, вообще здорово, что в жюри, в Совете экспертов такой премии есть вот такой человек, который у нас смотрит, все такие. Но вообще здорово, потому что мне кажется, что сейчас подросткам, детям не так везет, как везло нам, с авторами, да, с книгами. Вот. И это здорово. Вы еще к тому же, мне кажется, очень структурированный человек. Может быть, вот то, что физмат в детстве, да, вы прекрасно составляете списки, очень емко пишете рецензии, мне очень понравилось. И вот у вас есть списки, там, 30 книг, там, 10 книг до 30, лучшие книги для детей, там, еще что-то, вообще просто здорово. А я лично благодарна вам за то, что вы открыли для меня, что фамилия, конечно, мне знакома, но вы мне открыли юность Б, да, которая, как вы написали, что вот вы увязли, да, а я очень давно ищу что-то, что унесет меня от реальности, от действительности, вообще от происходящего вокруг, так же, как Стиг Ларсон, вот, потому что вот его книги я вот просто, то есть меня не стало в жизни, да, то есть просто была я и Стиг Ларсон, то есть все его книги. Пока я все это не прочла, я не вернулась к обычной жизни. Очень хочется вот теперь так же, как вы пишете, вот увязнуть в этом авторе, что вы так написали, что теперь это уже must do, что называется. Только первые 2 книги не читайте. Да, я там увидела даже, начать с 3. Да, вы очень четко все задачи расписали, то есть вот эта структурированность мне очень нравится. То есть вы не писали там, вы можете сами свое мнение, все очень четко, все очень так вот, начните с этого и не пожалеете. А дети ваши книголюбы?
То есть они не упоротые книголюбы, не то чтобы совсем отчаянные, но для того, как это делается в их поколении с их ровесниками, они неплохой middle уровень, скажем, читателя. А сколько лет? Сыну 27, дочери 20. Большие, да. Тут просто есть момент, у меня опять же есть теория, не знаю, насколько структурированная, согласно которой подросток вообще у человека, у Homo sapiens в современной среде, в современных условиях, не то чтобы большой зазор, небольшой шанс стать читателем существует. Он может стать читателем, вот такая процедура инициации, обращение в читателя происходит, либо не происходит, примерно с 9 до 14 лет. Интересно. То есть он вообще открывает для себя, если открывает, благодаря родителям, существование книг, литературы и прочее, когда ему читают вслух. Да. Ему читают вслух, потом на следующем этапе, лет 6-7, он начинает читать сам, и все равно это то, что ему дают родители, куда деваться. И вот лет с 10 начинается период, когда ему хочется, если он уже привык воспринимать, скажем так, прекрасное через литературу, собственный интерес. Ему хочется читать свое, брать книгу в библиотеке, скачивать ее, покупать ее самому за свои деньги. И это самый проблемный период, потому что, во-первых, особо нет денег у него для этого, во-вторых, не то чтобы дружелюбно настроена вся инфраструктура для этого. То есть больше сейчас, если вот по чесноку, если соответствовать российскому законодательству, то практически вся литература, которая адресована подросткам, она должна сопровождаться лейблом 16+ или 18+. Так у нас здорово все придумали. И ему тупо ее не продадут. Там, очевидно, что вся классика, там, Достоевский, Шолохов, Шекспир и прочее, это то, что подросток читать не имеет права. То, что вы, например, читали в 6-7 лет. Да, естественно. Да и мои книги тоже не имеют права. Потому что там, курят, все, привет, 16+. Там про любовь говорят, все, привет, 18+. Без вопросов. Папа жахнул 100 грамм, да. Все вообще, да. Книга про войну, все, это насилие. Любая война есть насилие. Самое прекрасное, трубадуры, ланскнехты и прочее, все равно это будет насилие, поэтому привет, ребенок не имеет права читать. Но тем не менее, и самый главный момент, это, конечно, гиперопека родителей, которая исходит из того, что они лучше знают, что надо читать ребенку. Я читал Крапивина, поэтому ты должен читать Крапивина. Я в детстве читал Елену Благовнину, или мне страшно нравилось Ричи Достян, кто угодно. Мне дико нравились Стругацкие, Булычев, вот читай-ка их. Им не нужен мой любимый Крапивин, им нужен, возможно, скорее всего, нет. Им нужно что-то новое. Им нужен Джоджо Мой, я не знаю, Сумерки какие-нибудь, Бегущий в лабиринте, Дивергент, какой-нибудь трешак про 1000 дней, которые до моей смерти, какая-то такая ерунда. Да. Они должны это прочитать сами. Это фигово во многом написано. Это пережевывание того, что уже было 100 раз. Это так себе литературу, но они должны ее прочитать. Если они ее прочитают, они, возможно, сделают шаг дальше и возьмутся читать что-то еще. Того же самого Шекспира, Крапивина, Булычева, Чандлера. То есть какой-то навык чтения необходим, нужен просто хоть на чем-то отработать. Даже не навык, а я хочу это прочитать, я прочитал, я получил от этого удовольствие, мне нужно догнаться. Это вот подсаживание на литературу. Если он получил этот навык в 10, 11, 12 лет, а к 14 годам он его отодвинет в сторону, потому что если наступит пубертат, наступит время гормональных перестроек, переломок организма, наступит время поиска ответов на жизненные вопросы в других местах, экзамены ЕГЭ и прочее. То есть у всех по-разному, по-моему, в 15-16 лет, если человек интенсивно читает, что-то все-таки не то с социальной жизнью. И все это забывается лет до 20-21. 21 год, как правило, человек решает основные проблемы с учебой, 22-23, с личной жизнью, с тем, кто он есть, как он есть. Да. Вот. И тогда он может вернуться в книги. Вот с сыном произошло примерно так. То есть он так вот... Я совершил пару ошибок, когда пытался что-то навязать свое, и когда с обратной стороны не хотел покупать что-то, зачем тебе это? Вот, и там тупо жадность сработала. Вот, ой, тут в этом магазине книга дорогая, давай в другом купим. Вот, там рублей на 200 дешевле.
И все, я потерял. Такие маленькие тонкие вещи, да, вот, казалось бы, которые для нас, они просто, проехали, да, а вот для детского, получается, восприятия. Хоп, он не читает месяц, 2 или 3, или она. Вот мне стыдно до сих пор по этому поводу. Я старался этих ошибок не повторять и там... Смотрел сын или дочь на книжку, бегу покупать тут же. Да. Он не прочитает ее, вдруг получится. В итоге сын сейчас читает довольно интенсивно. Недавно вернулся к этому, год, 2 или 3. Но за счет того, что он получил навык чтения и накопал пласт некоторые, вот для него это была отечественная фантастика. Там Сергей Лукьянин, к которому я отношусь не очень хорошо, но я ему страшно благодарен за то, что сын стал читать и расширять свои горизонты, начал с Лукьяненко, потом прочитал кого-то, прочитал всего его, потом прочитал кого-то еще. В плане дочери я страшно благодарен за то, что она трэшевым, таким полутрэшевым циклом про котов-воителей и про совушек-хранителей. Она их прочитала. И потом перешла на Толкиена, прочитала всего Толкиена. И далее у нее был перерыв, сейчас она потихонечку возвращается, она всего Гарри Поттера на английском прочитала, хотя читала на русском уже, и это интересно. Здорово. Это здорово. Здорово. Я в вашем очень милом, трогательном рассказе «Доплыли», как раз про историю... Доплыви. Да, «Доплыви», да, про то, как сын учил стихотворение. В конце он дописывает это стихотворение. Прям здорово. Как вообще пишет сын стихи? Не знаю. По-моему, это был один из нескольких известных мне, по крайней мере, опытов. Вот. Меня он пробил насквозь. Да. Что можно понять по тому, что этот текст появился. До мурашек прям такой рассказ. По крайней мере, не показывал. Наверняка что-то пытался, но, наверное, нет. И, в общем-то, я с своей стороны вокруг него скакал и бегал и кричал: только не в филологию, только не в лингвисты. Нет, я бы был не против того, чтобы он пошел на какую-то специальность, связанную с гранью, что ли, дисциплин, то есть, например, математическую лингвистику, но это ему казалось менее интересным. Он пошел в программисты и первые несколько лет страшно об этом жалел, а в итоге перерос это сожаление, полюбил эту профессию. Сейчас работает в Яндексе, и, в общем-то, доволен, я страшно доволен. Ему дико интересно это, он занимается офигенным делом, и я, в общем-то, страшно рад. Здорово. А дочь чем занимается? Дочь тоже учится, она тоже пошла на информационную безопасность, и там тоже пока стадия не очень большого интереса и сожалений, но я надеюсь, что все-таки уже однажды протоптанная дорожка она повторится и в случае дочери. Здорово.